В эфире телеканалов Якутия-24, НВХ, Саха Новости. В студии Алексей Соколов. Здравствуйте. В 3 районах Якутии ухудшилась ситуация с коронавирусом. И это на фоне того, как инфекция стала отступать. Агростартап в Якутии готовится к старту проекта среди начинающих фермеров с господдержкой до 6 миллионов рублей. День российской науки. С какими открытиями встречает свой праздник ученые республики. Вакцинация от коронавируса в республике будет проводиться с приоритетом в отношении жителей старшего поколения. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев. Так, по данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю наблюдается четкая стабилизация эпидситуации. В сутки в среднем выявляется от 80 до 90 заболевших. Вакцинация активно проводится во всех районах республики. Ожидается поставка дополнительной партии вакцины в количестве 15 тысяч доз. Как подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев, в ходе заседания оперштаба при получении дополнительных доз вакцины приоритет должен отдаваться гражданам старшего поколения, так как они находятся в группе особого риска. В настоящее время обеспокоенность республиканского оперштаба вызывают Мирнинский, Тампонский и Усть-Майский районы, где зарегистрировано достаточно большое количество заболевших, в том числе среди школьников. Об этом сообщила вице-премьер правительства Якутии, заместитель руководителя республиканского оперштаба Ольга Балабкина. В целом же по Якутии ситуация с коронавирусом на сегодняшний день выглядит следующим образом. Выявлено 85 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Якутск – 36 случаев, Мирнинский район – 23, Тампонский район – 5 случаев. По 3 случая в Алданском и Нерынгринском районах. Мегино-Кангаласский, Нижнеколымский, Усть-Майский, Хангаласский районы – по 2 случая. Теперь подробнее об эпидобстановке в районах. На сегодняшний день ситуация в Алекминском районе стабильная. Завершена вакцинация первым компонентом вакцины «Спутник». Есть готовность к вакцинации вторым компонентом. Все подробности в материале Елены Фаст. К стабильной можно отнести ситуацию по степени заболеваемости новой коронавирусной инфекции в Алекминском районе. За все время пандемии официально зарегистрировано 475 положительных анализов на новую коронавирусную инфекцию. Из них на сегодняшний день выздоровело 438 человек. Ситуацию мы стараемся не допустить расслаблений, потому что есть и единичные, скажем так, очаги семейные, на которых мы это тоже уделяем особое внимание и берем ситуацию под контроль. Тем не менее, отпускать ситуацию нельзя, уверены в Алекминской ЦРБ и руководство района. На сегодняшний день у нас получается стационарное лечение 11 пациентов. Ситуация у нас в районе, я считаю, стабильной. Первый этап, первый транш вакцины мы очень хорошо отработали. В наш район поступило 500 доз. Первую вакцину 500 человек получили. Действительно, первая партия вакцины отработана быстро. Сегодня есть четкое видение по готовности к вакцинации вторым компонентом ГАМ-КОВИД-ВАК. Учитывая труднодоступность отдельных наследников, отработан алгоритм по готовности ко второй партии. Усилили работу по заявочной кампании для того, чтобы именно отдаленные труднодоступные наследника собрать списки, сформировать и при поступлении очередной партии, чтобы отработать именно по отдаленным наследникам. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В минувшие выходные глава Якутии Айсен Николаев совместно с депутатами Государственного собрания Илтумен посетил поселок Батагай Верхоянского района. В рамках рабочего визита было 4 основных пункта. Торжественное открытие нового больничного комплекса, а также награждение братьев Наумовых, встреча с сельскохозяйственным кооперативом «Полюс холода» и с погорельцами жилого дома. Самым значимым и долгожданным для местных жителей оказалось открытие районной больницы. На строительство комплекса было затрачено порядка 700 миллионов рублей. Глава республики отметил, что это важный этап развития здравоохранения на территории Арктики. Также было озвучено следующим вопросом, который будет решать правительство республики, станет транспортная и логистическая схема региона. И самое главное то, что я очень сильно обрадовался, как депутат парламента Якутии, как депутат от Верхоянского улуса. Он сказал, что он будет, как глава республики, заниматься транспортной схемой. Это мечта давних наших жителей, наших ветеранов. Мы все знаем, что если транспортная схема будет иметь место, то мы будем развиваться.
Власти Якутии в 2021 году направят более 102 миллионов рублей на конкурс среди начинающих фермеров «Агростартап» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает ТАСС. В Якутии конкурс проходит уже 3-й год. Его победители могут получить до 6 миллионов рублей в зависимости от направления развития хозяйства. Средства гранта можно направить на покупку сельскохозяйственных животных, техники, оборудования для производства и переработки продукции земельного участка, а также на подключение производственных объектов к инженерным сетям и другие нужды. В Якутии с февраля стартовал новый образовательный проект «Пуск» – передвижной учебно-строительный комбинат. Первостепенной задачей проекта является обучение рабочим профессиям местного населения и трудоустройство на объектах строительства. В рамках проекта начнется обучение по 4 востребованным специальностям – бетонщика, маляра, штукатура и газоэлектросварщика. Первыми в программе примут участие жители Горного Улуса. К слову, такая программа проводится впервые в России. В рамках соглашения муниципального района с Центром опережающей профессиональной подготовки мы должны охватить 80 молодых граждан, в том числе и обучающихся образовательных учреждений, в том числе и незанятую молодежь, и граждане до 55 лет. Обучение будет проходить в 2 частях. Первая часть – это теория. Они будут проходить обучение дистанционно на протяжении 1 месяца через портал центра. И вторая часть – это практическая часть, то есть непосредственно организаторы приезжают к нам и создают условия для практического обучения слушателей. В здании Якутского научного центра состоялось торжественное собрание, посвященное Дню российской науки, в котором приняли участие премьер-министр региона Андрей Тарасенко и зампред правительства Сергей Местников. В рамках данного мероприятия гостям якутские ученые презентовали лабораторию спектроскопии ядерного магнитного резонанса, с помощью которого ученые региона изучают различные предметы и объекты на химическую и молекулярную составляющие. Помимо этого, ряд молодых исследователей показали и рассказали присутствующим достижения якутских ученых в области науки, с чем они работают и занимаются. Далее в актовом зале состоялось вручение государственных наград ученым, внесших свой неоценимый вклад в развитие науки республики и страны. Якутия является ключевым стратегическим регионом для Российской академии наук, для Сибирского отделения Российской академии наук. Это, безусловно, все вопросы, связанные с Арктикой, с морозоустойчивыми материалами, новыми технологиями. Это биоразнообразие, это экосистема, в том числе гуманитарные вопросы. Жизнь человека в этих сложных условиях. Очень большое количество научных задач, которые якутские ученые и все российские ученые должны решать здесь. День науки отметили и в Амгинском лицее имени Леонида Киринского. Здесь учащиеся с начальных классов ведут проектную работу по разным направлениям. С каждым годом ученики развивают свои проектные работы, принимают участие в республиканских, региональных научно-практических конференциях, таких как «Шаг в будущее», WorldSkills, химический турнир. Многие ученики являются победителями и призерами этих мероприятий. В рамках празднования Дня науки лицеистам вручили зачетные книжки, свидетельствующие об их достижениях в сфере проектной деятельности. Также в этот день проведены мастер-классы, открытые занятия и выставки. Каждый ученик у нас в лицее занимается проектной деятельностью, защищает его. То есть это каждый ученик, он учится исследовать и, в общем, выступать, защищать свои идеи, свои интересы. Мы очень хорошо, тесно работаем с научными институтами, например, наш Северо-Восточный федеральный университет, также Институт биокрылатой зоны. Также мы являемся опорной школой Академии наук Республики Саха-Якутия. Также с сегодняшнего дня в России официально стартует год науки и технологий. В Хангаласском Улусе тематический год встретили проведением в образовательных учреждениях района научно-экспериментального слета «Технобум». Подробнее о слете расскажет моя коллега Виолетта Засимова. Научно-экспериментальный слет «Технобум» впервые провели в 2013 году на базе Покровской средней школы номер 1. В этом году слет прошел с применением дистанционных технологий и охватил все школы района.
В рамках слета действовали 5 научно-экспериментальных площадок. Удивительное рядом. Под таким названием состоялось занятие, подготовленное учителем физики и математики Нюргуяной Климовской совместно с 11-классниками Покровской средней школы номер 1. В режиме онлайн они продемонстрировали учащимся 5-7 классов популярные физические опыты и эксперименты: фараонова змея, огнеупорный шарик, как запихнуть яйцо в колбу и так далее. Они объясняют такие законы физики, как инерция, также как явление теплопроводность. И мы подобрали именно такие опыты, чтобы они могли это повторить у себя дома с родителями, придерживаясь всех правил техники безопасности. В Покровской средней школе номер 2 ученицы 9 класса Полина Карелина и Алиса Кузнецова под руководством учителя химии Сарданы Гермогеновой показали химические опыты: бешеный шарик, червь, невидимка и так далее. Особый восторг у подключившихся к онлайн-занятию вызвал опыт «Пенный фонтан». Интересный опыт, просто страшновато получить. Почему? Страшно, что что-нибудь не получится, и стесняюсь еще. Всего в рамках научно-экспериментального слета состоялись около 50 очных и заочных занятий. Специальным гостем слета стал известный иллюзионист Алексей Гольдеров, который также в онлайн-формате провел для учащихся Улуса волшебную переменку. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус. Мы следим за развитием событий. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Удачи вам.